каарман боло алмас. Долина волков. Западня. Полат Алемдар Ниджати Шашмас. Ахуторос Нефисе Каратай. Долина волков. Западня. Все лица и организации, о которых мы вам рассказываем, являются вымышленными. Кроме нас, в торгах участвуют еще 4 семьи. Татароглы, Качгары, Караджа-Даги и Хазарбиоглы. Еще кто? Отец, это самые большие. Кто предложит больше, тот и возьмет. Брат, давай откажемся от этого дела. Не все так, как ты думаешь, дядя. Возможно, мы сможем объединиться. Я выполню любое твое желание, дочка, если ты найдешь таких, как мы, дураков, кто захочет этого объединения. Что-то никак не осуществляется твое желание, брат. Ладно, я пойду, а вы тут сами вдвоем ведите свои дела. Дядя, сейчас не время оставлять нас одних. Мы должны либо лишиться всего, либо быть самыми лучшими в этом деле. Ну, еще посмотрим. Хорошо, дядя. Я сейчас подойду. Сынок, соедини меня с Эролбеем. Отец, я посмотрела на финансовое состояние. Не все так хорошо. Эрол запугал тебя. Нет, я не боюсь ничего. Ты знаешь, что человеку надежный о том, что мы испытываем денежные затруднения. Главное, чтобы мы смогли участвовать на этих торгах. Не будет у нас денежных затруднений, если мы выиграем торги. Что ты этим хочешь сказать? Ну, если осуществлятся наши условия. Какие условия, отец? Контракт в наших руках. Не все дела решаются по принятым правилам, дочка. Твои торги — это война прошлых времен. Те 4 семьи — участники судного дня. Контракт — это правило войны. Сдавшиеся не обнажают саблю, а сдавшихся в плен не мучают. Чтобы выиграть войну, необходимо применить хитрость. Но это только обычное дело. О какой войне ты говоришь? Война, на которой надо остаться в живых. Или ты их уничтожишь, или они тебя. В таком случае мы их уничтожим. Кто выстоит, тот и уничтожит. У волков существует закон не оставлять раненых в живых. Отец, когда ты рядом с нами, никто нас не сможет съесть. Отец, я пойду к дяде.
Отец! Помогите! Папа! Убийцы! Папа! Помогите! Дядя Полат еще не вышел? Если бы он вышел, что бы я здесь делал? Как будто у тебя есть место, куда ты можешь пойти. Он снова смотрит те кассеты. Он смотрит DVD. Чепуха, как будто я не знаю. Я очень беспокоюсь за его здоровье. Разве может человек в течение 40 дней смотреть хронику покушений? 31 января 1990 года в результате покушения был убит профессор Муаммер Аксой. 24 января 1993 года в результате взрыва бомбы возле своего дома был убит писатель Угур Мумджук. 7 марта 1990 года в своей машине был убит известный журналист Четина Меч вместе со своим шофером. 2 июля 1993 года в результате пожара гостиницы «Севастоматоме» погибли 35 человек. 17 февраля 1993 года в результате технических неполадок самолета погиб бывший командир жандармерии Эшфер Петисин. 17 апреля 1993 года умер 8-й президент Турецкой республики Тургут Азал. Официальное заявление – инфаркт. 25 августа 2001 года в результате совершенного ножевого ранения был убит еврейский бизнесмен Юзеир Гарих. 20 ноября 2003 года в результате взрыва бомб у 2 синагог британского генконсульства и у отделения одного из британских банков были убиты 61 человек. 21 октября 1999 года в результате взрыва бомбы рядом со своим домом был убит политик Ахмед Танер. Прошло 40 дней со дня кончины известного бизнесмена Чагры Тароса. Завтра на судебном процессе предстанут обвиняемые по делу Махмуд Гюндугду и Эрджан Кара. Согласно источникам, один из обвиняемых, Эрджан Кара, отказывается принимать участие в судебном процессе. Между тем, компетентные органы сообщают о том, что покушения на Тароса освещаются И полностью. что же вы освещаете? Он всего лишь наемный убийца. Господин начальник, извините, что беспокою вас в это время. Если вы разрешите, я хотел бы с вами встретиться по важному вопросу. Увидишь, Пюрмюс, в конце концов этим делом займемся мы. Но мы же ничего не сделали. Что ты понимаешь в торгах? Разве может один человек извлечь столько пользы от либеральной экономики? Под торгами я имел в виду то, что наша доля – распутывать дело. Что мы будем распутывать? Известно, кто застрелил, кто нанял убийцу. Коммунисты, террор и все остальное. И зачем попросту тратить время на пустые разговоры? С каких пор члены левых организаций начали убивать бизнесменов? Поехали, Прунюс. Как прикажете, шеф? Шеф, мне тоже ехать? Найди Абдульхея Мимати. Втроем ждите меня в офисе. Конечно. Пусть будет к добру. 3 мушкетера возвращаются. Возвращаются. Дядя, я тоже хочу принять участие в судебном процессе. Не стоит больше причинять себе боль.
Пусть пройдет первое заседание суда, посмотрим, что будет. Потом пойдешь. Я хочу послушать. Хочу узнать, что они не поделили с моим отцом. Если ты туда пойдешь, еще больше расстроишься, еще больше будешь нервничать. Послушай меня. Они же убийцы. Они ненормальные люди. А что мне делать? Что плохого сделал мой отец? Что сделал мой отец, чтобы так умереть? Hak etmek için ne yaptı? Прошу, господин. Добрый вечер. Входите, пожалуйста. Здравствуйте. Hoş geldin. Добро пожаловать, Палат. Здравствуйте. Как дела? Все хорошо, спасибо, что приняли в столь позднее время. Ну что ты же сказал очень важно. Я долго размышлял о том, что сейчас хочу рассказать. Как вам известно, я хотел вмешаться по вопросам терроризма, но мне не разрешили. Это не так. Просто обстоятельства не сложились. Проблема, о которой ты говоришь, является одной из важных проблем этого государства в течение 23 лет. По-моему, если проблема, которая не разрешалась в течение 23 лет, разрешится завтра, то чтобы понять ее и сделать соответствующие выводы, потребуется столько же времени. Я не хочу отказываться от этого дела. Я вырос, чтобы служить этой родине. У нас нет сомнений по этому поводу. Ты и Управление общественной безопасности служили и будете продолжать служить этому государству. Ты знаешь причину борьбы с террором нашего государства в течение 23 лет. Мы не воюем с кучкой бандитов. Наша война против тех, кто создает террор, кто поддерживает террор, извлекает прибыль из него, и против тех, кто желает оставить наше государство бессильным. Я хотел бы принять участие в данной войне. Войну не против террора, а против тех, кто стоит за ним. Войну не против террористов, а против тех, кто помогает им. Я до конца буду рядом с тобой. Как я могу тебе помочь? В прежние времена государства завоевывали огромным войском. Сегодня все по-другому. Многочисленное и вызывающее неприязнь дорогостоящее войско сменили владельцы огромных капиталов. Вместе с ними ты можешь проникнуть в любое государство и постепенно завладеть всем источником доходов. Твое имя будет не захватчик, а спаситель. Дядя, я хотела спросить кое-что. Что, например? Существовало ли у вас с отцом какое-либо дело, о котором я не знала? Ну, какая-нибудь вражда, враждебные отношения? Да нет, дочка. Какие у нас могут быть скрытые дела? Хорошо. А тогда чего хотят от нас эти левые организации? Нет, дочка, что они могут от нас хотеть? Я знаю про эти организации, как все, но конкретно я ничего не знаю. А могли ли они запугать отца? В частности, касательно меня, они могли бы сказать: дай нам столько-то денег, а то мы похитим твою дочь? Нет. Они противники сокровищ и богатства, им не надо кому-то угрожать. Даже если они угрожали бы нам, мы бы приняли меры и не ходили бы так свободно. Так и быть. Тогда кто и зачем убили моего отца? Мой брат был бизнесменом, любившим свою родину.
Эти террористы, несомненно, довольны тем, что совершили, и гордятся своими кровавыми делами. Но они всего лишь убийцы. Я уверен в том, что люди, нанявшие этих убийц, являются врагами Родины. Он правильно говорит. Почему мы должны считаться с этой семьей? Возможно, такие, как мы, люди, совершили данное преступление. Первое условие прослушивания — только слушать и не комментировать. Я изучил все общественные события, покушения и другие важные неизвестные преступления. Каждая из них изменила ход событий в этой стране. В прошлом месяце к этой цепи было добавлено еще одно звено. По моим исследованиям, Сельчук Тарос был порядочным бизнесменом, преследующим интересы нашего государства. Кто его убил? И в чьих интересах это было сделано? Мы расследуем это. Уверен, что расследуете, но никто меня не сможет убедить в том, что в это время данное убийство было совершено только одной организацией. Можем ли мы игнорировать президентские выборы, всеобщие выборы, процесс входа в Евросоюз, торги, иракские и иранские кризисы? Нет. Конечно, они хотят устроить хаос в Турции, но я не в состоянии тебе сказать, готовится то-то и то-то. Его убили по этой причине. Я желаю, чтобы расследование убийства проводилось на уровне Управления общественной безопасности. Ты им управляешь, значит, это входит в твои обязанности. Я хочу допросить убийцу. А вот это не входит в твои обязанности. В ваших полномочиях расширить мои обязанности. Я прошу только одной встречи. Это невозможно. Это очень важно. Я хочу поговорить с ним только полчаса. Полат Алемдар, человек находится в тюрьме. Как я могу провести тебя туда, чтобы ты смог допросить убийцу? Если я к нему не могу проникнуть, Тогда он может прийти ко мне. Ей-богу, не знаю, брат. Он все отменил, мы начинаем операцию. что еще за отмена? Какая еще операция? Что значит, Абдуль, какая операция? Вы что думаете, он зря смотрел эти кассеты? Эрхан, что тебе сказал шеф? Он сказал, чтобы вы вдвоем приехали, и я в том числе. И еще он сказал, начинаем операцию. Ну хорошо, я устрою это, но всего лишь 10 минут. И если об этом кто-либо узнает или вас поймают, то мы друг друга не знаем. Хорошо, договорились. Спасибо. О, мой друг Сельчук, мы всегда были... О, мой друг Сельчук, мы всегда были поддержкой друг другу в трудные дни. Законы жизни — это соперничество, но и ему приходит конец. Ушел брат Чагры, ушел брат Фикри. Спасибо, Кудрет-бей, что проявили вежливость и оказали честь своим посещением. Ну что вы, он всегда был хорошим братом для меня. Дядя всегда давал уместные указания относительно всех необходимых операций по бизнесу семьи Тароса. Спасибо. У нас были проблемы в торговых делах, когда был жив мой брат, но его неожиданная смерть привела наш бизнес к затруднительному положению. Он хотел передать свои дела молодому поколению, поэтому моя племянница несет ответственность за большую часть нашего бизнеса, но и она пока еще молода и неопытна. В результате чего мы сейчас находимся в не очень хорошем состоянии, о котором мы можем сказать вам, так как вы не чужие люди. Если так, создадим товарищество, и если пожелаете, передадим дело преемнику. Возьмем кредит.
Сельчук не отделяет своей семьи Хазарбеоглы. Скажите, чтобы ваша дочь встретилась с моими людьми. Кто эти люди? Братья Ахмед, Кудрет и Мехмед Фикрет Хазарбеоглы. То есть эти люди из компании Хазарбеоглы? Да? Они проворачивают свои дела в текстильной и туристической отрасли, являются монополистами природного газа. Также замешаны в делах по контрабанде оружия, наркоторговле, продаже нефти, незаконном обороте денег, торговле людьми. Приблизительно их капитал составляет 50 миллиардов долларов США. Глава семьи Кудрет Бей. Прошу вас, подождите. Аху ханым, Слушаю вас. с вами все в порядке? Да, все хорошо. Вы едете? Да, госпожа. Подозреваемого повезу я один. Но, командир, я приказываю. Что происходит? Что это? Заткнись. Где жандармы? Куда вы меня ведете? Вы что, собираетесь меня убить? Лезь в машину. Что происходит? Вот это сенсация. Отдай мне фотоаппарат. Ты пришел убить меня? Если ты ответишь на мои вопросы, я ничего тебе не сделаю. Я не сделала ничего плохого. Это моя работа. Никто ничего не говорит о твоей работе. Тогда оставьте меня. Я отпущу тебя, но ты будешь молчать. Слушай меня. Ты меня не видела, я тебя не видел. Ты не фотографировала, я не уничтожал эти фотографии. Я тебя не знаю, и ты меня не знаешь. Поняла меня? Ты все поняла? Но это преступление. Посмотри на меня.
Ты видишь в моих глазах страх совершения этого преступления? Кто отдал тебе приказ совершить убийство? Я совершил преступление от имени революционных патриотов сознательно и по своей воле. Кто отдал приказ? Я не буду тебе ничего говорить. Тебе ли, такому глупцу, ходить в торговых комплексах? Строишь из себя революционера? Придет день, когда мы будем требовать ответа от таких, как ты. Я тебя уничтожу. Не глупи. Отвечай на мои вопросы. Кто тебе приказал? Поехали. Брат Мимати, я не понял, почему ты отпустил эту журналистку? Лучше бы тебе этого не знать, Ирхан. Нет, ну было бы хорошо, если бы ты объяснил. У нее нет никаких снимков. Пусть себе кричит на весь белый свет. Смотри на дорогу, прекрати трепать языком. Ты прав. Какой толк от слов журналиста или Ирхана, если нет свободы слова? Ладно, но почему любимая девушка этого убийцы сбежала из этой организации? Рен, сколько времени осталось? Меньше 5 минут. Как только дашь знать, я нажму на газ. После этого мы оторвемся от конвоя. Пусть тогда Полат его допрашивает хоть до утра. Хотелось бы, чтобы дело завершилось без каких-либо происшествий. Почему Эрджан не участвовал в судебном процессе? Тебя использовали. Тебя при первом удобном случае убьют, не так ли? Эрджан не увиделся с тобой, правда? Он тебе отправил сообщение, верно? Где в тексте он пишет: «Не бойся, ты спасешься бегством, держись, уедешь в Европу и получишь свободу». Да? Ты не заставишь меня что-либо сказать. Прекрати попусту болтать. Ты лучше объясни, каким образом ты совершил это преступление. Если Эрджан не нажимал на курок, он как-нибудь отвертится и выйдет на свободу. А что будет с тобой? И без того ты здесь встретился со мной. Тебе конец. Ты не дотянешь до утра. Скажи ребятам, что ничего не было. Ты ничего не видел, ничего не знаешь. Я понял, командир. Где твоя любимая девушка? У меня ее нет.
Ну, конечно. Может ли быть любимая девушка, когда ты член этой организации? Тогда нам следует пожертвовать всем, отречься от всего. Что, не мог удержаться от Сильвии? Влюбился по уши? На самом деле она совратила тебя. Что поделаешь со своим желанием? Поэтому ты пошел на такое мужество, не так ли? Чтобы спасти жизнь Сильвии? Потом ты сказал своей любимой, нас обоих убьют. Я убью Тароса, и мы сбежим в Европу. Не так ли? Ложь. Эрджан поступил хитрее. Он тебе поручил нажать на курок, а сам остался в стороне. Как ты думаешь, Эрджан оставит Сильвия в живых? Или тебя? Не ждет ли смерть тех, кто предал? А она не беременна? Заводи мотор. Хорошо, Иран. Брат Мимати, мы готовы. Давай, мой мальчик. Не хочу каких-либо проблем. Абдульхей, все в порядке, мы едем. Езжай. Стой. Скажи им, пусть не паникуют, мы их ждем. Мы вас ждем. Это то, что нам надо. Поехали. Поехали. Отлично. Шеф, он заговорил? Что может сказать убийца, Абдульхей? Но теперь он в наших руках. Он проглотил наживку. Что она здесь делает? Кого ты имеешь в виду? Ну, это журналистка. Поехать за ними, брат? Не надо на ровном месте навлекать на себя лишнюю беду.
Ролбей, как обстоят наши финансовые дела? Я знаю, что вам не понравится таблица, которую я покажу, но Хуханым в этот раз я ничего не внес в таблицу, смотреть не на что. Наши дела плохи. На какой стадии находятся кредиты, получаемые из Франции? В стадии ожидания. Кажется, после кончины отца они заново рассматривают все условия. Не думаю, что они найдут что-нибудь такое, что может их... Какова сумма кредита, получаемая из Грузии? Они снова попросили отсрочку. Мы не можем нажать на них? Связался с юридическим агентством из России, они не советуют такого давления. Почему? На Восточном блоке действуют двусторонние отношения, Ахуханым. Как будто на Западном блоке у нас по-другому. Какой у вас план выхода? У нас есть 3 возможных варианта. Первое, надо все продать и отказаться от этого дела. Второе, надо найти партнера по бизнесу и довольствоваться своей долей. Или... Или что? Хикмет, усильте прослушку в тюрьме. Убийца обязательно свяжется с кем-нибудь. Хорошо. Зачем ему выходить на связь с человеком, который находится за пределами этой тюрьмы? Он будет скрываться от организации, Абдульхей. Я понял это по его трусливым глазам. Шеф, а с кем он может встретиться? Вот этого человека мы ищем, Мимати. Пусть Мимати и Абдульхей вмешаются. А мне что делать, шеф? Если человек, которого мы ищем, будет искать какое-нибудь место, тогда вы тоже следуйте за ним вместе с Невзатом. Действуйте согласованно. Тунджай сегодня должен выйти, не так ли? Да, шеф. Я поеду за ним. Хикмет, у него здоровье не в порядке. Он только выписывается из больницы. Что вы имеете в виду? Ты не особо вмешивайся. Он мне очень нужен. Ты не беспокойся. Когда дурак видит дурака, он прячет от него палку. Сельчукбей, у вас большое горе. Слов не хватит, чтобы успокоить вашу боль. Но в такое время дружба может облегчить вашу боль. Дай Бог вам здоровья и счастья. Я слышал, вы находитесь в трудном положении. Возможно, наше партнерство устранит эту проблему. Мы самая крупная компания в области здравоохранения. Я прошу, чтобы вы приняли наше предложение о партнерстве. Ваш визит обрадовал душу моего брата. Спасибо вам, но, Туранбей, наши больницы были построены для нуждающихся. Такой у нас общий принцип работы вместе с нашими врачами больниц. И это неизменно. Мир изменчив, Сельчукбей. Как говорят, когда вы садитесь в самолет, надевайте сперва сами кислородную маску, а потом надевайте ее на ребенка. Не вы ли сейчас нуждаетесь в помощи? Разрешите, чтобы мы надели вам маску для того, чтобы вы смогли дышать. Остальное мы потом уладим. Они попросят найти 1000 свидетелей, если человек турок. Даже в гитлеровской Германии трудно найти такого человека. Именно семья Качгар соответствует этим определениям. Я читал в вашем досье. Разве может одна семья одновременно управлять делами в области медицины, строительства и горного бизнеса? К тому же у них есть силы и СМИ, оружие. Куда ни посмотришь, у них есть 35-40 миллиардов долларов. Есть новости из тюрьмы? Пока нет, господин. Чем занимается девушка? Вы имеете в виду семью Тарос? Да. На домашнем собрании. Дай мне другие наушники. Я никогда не отступлю и не сдамся.
Но вы же знаете, что если в течение одной недели не поступит 50 миллионов долларов, тогда наши шансы автоматически уменьшатся вдвое. Только мой дом оценивается в эту сумму. Это было, когда ваш отец был жив, Ахуханым. Что вы имеете в виду? Если мы сегодня обратимся в банк за кредитом, ваш дом будет оценен в 10 миллионов долларов. И в этом случае, если они захотят выдать эту сумму... Я не продам его ниже 50 миллионов долларов. Собственно, я не буду его продавать. В таком случае, откуда мы возьмем деньги? Нет ли у дяди денег? У дяди все взято под ипотеку. Даже если у него есть деньги, то его жена не даст их даже понюхать. Жюлиди не моя родня. Жена моего дяди для меня умерла. Даже если мы возьмем деньги, мы возьмем их в долг. Вы уверены в том, что не хотите продать свой дом? Но если отрекаться от всего, тогда лучше продать дом. Однако на рынке это действие резко скажется на наших кредитах. Конкуренты скажут, если они продают свои дома, то они обанкротились. Они уже это говорят. Эта продажа еще больше докажет наше трудное состояние. Наш товар стоимостью в 3 лиры упадет в цене на 1 лиру. Я не знаю, кто что говорил, кто что делал, кто о чем думал. Даже если я умру, я не отрекусь от своего дела. Если это будет необходимо, я продам свой дом. Я должен помочь этой девушке. Я не услышал вас, господин. Поэтому мы работаем вместе, Тамер. Ты знаешь, когда надо быть глухим. Мы разумно и спокойно должны преодолеть этот кризис. Ради получения ипотеки я хотела бы поговорить с Инджи. Инджи? Инджи Татароглу. Дочь Тавута Татароглу? Да, а что? У вас с ней хорошие отношения? Я познакомилась с ней в Англии. Инджи очень хороший друг. Ахуханым, они самые большие. Если ваши отношения в действительности хорошие, тогда мы можем взять любой кредит в их банках. Какая еще ипотека? Да, это правда. Мы сможем взять, но вы согласны потерять все, что у вас есть? Подумайте. Войдите. Господин начальник, я привел Махмуда Гюндогду. Запускай. Заходи. Что хотел, Гюндогду? Ты всех вокруг начал тревожить, чтобы встретиться со мной? Можем ли мы с вами поговорить с глазу на глаз? А кто ты такой, чтобы с тобой разговаривать один на один? Хотел пожаловаться. Если хотите, я могу письменно написать жалобу. Что за жалоба? Что вам не нравится в нашей тюрьме? Что делал Пулат Алимдар в машине? Что ты несешь? Ты в своем уме? Вы меня бросили в камеру. Не даете мне позвонить. Раз у меня нет личной безопасности, позвольте хотя бы позвонить по телефону и поговорить с адвокатом. Ты сперва скажи то, что ты знаешь. А потом требуй свой телефон. Нету никакого секрета. Он свернул мне руки и сел в машину. Угрожал мне, допрашивал. Это угроза моей личной безопасности. Эй, если ты беседовал с Пулатом Алимдаром, тогда бы тебя здесь не было в живых. Иди отсюда, лгун. Кому ты хочешь пожаловаться? Дайте мне позвонить, начальник. Предоставь мне возможность один раз позвонить. В противном случае убирайся. Если Давуд Татароглы пожелает, наши проблемы решатся сию минуту. Но они не положат в рот кусок, который не смогут проглотить. Я знаю только Инджи. С отцом и братом я не знакома. Давуд Татароглы один из самых богатых и сильных людей в нашей стране. Его сила в том, что он не вступал ни с кем в партнерство. Говорят, его капитал составляет
60 миллиардов долларов. Таких денег нет ни у кого в мире. Что говорить о Турции? Вы не смотрите на список журнала Forbes. Они были подготовлены по налоговым отчислениям. У кого ни спроси в мире, во всех кредитных организациях все знают Татароглы. А Инджи? Отец Инджи Давуд-бей замешан во всех сферах экономики, начиная со строительства, масс-медиа, торговли оружием, нефтяной и добывающей промышленностью и заканчивая банковским сектором. Если они нам окажут помощь, тогда я с облегчением вам скажу, все обошлось, Ахуханым. Собирайте свои вещи и уезжайте из этой страны. Начнем. Как обстоят дела с семьей Тарос? Давудбей, сейчас их компанию возглавляет дочь Чагры. А Сельчук чем занимается? Он особо не вмешивается в дела компании. Это не та девушка с зелеными глазами? Моя подруга Аху очень умная и хорошая девушка. Если она умная, я думаю, мы с ней договоримся. Поскольку она твоя подруга и переживает трудные дни, мы ей поможем. Сейчас Хазарбей-оглы намерены прибрать к рукам строительные компании, Качгарлы больницы, Караджадаглы недвижимость. Возможно, Качгарлы приберут к рукам больницы. Но если мы поддержим Таросов, семья Хазарбей-оглы ничего не сможет прибрать к рукам. Участки под застройку очень ценные. Если мы дадим им возможность, то в дальнейшем будем сожалеть. Прошло 60 лет, до сих пор я не сожалею ни о чем, зять. Даже выдал за тебя свою дочь, и об этом тоже не сожалею. Почему ты думаешь, я поверил тебе? Потому что ты брат Адиля. Значит, если человек поверит в кого-нибудь, тогда он отдает самое ценное. Инджи, помоги своей подруге. Пожалей ее. Как-никак она потеряла отца. Как ты пожелаешь, отец. Девушка была влюблена в меня. Случилось что-то невозможное? Нет. Что, Пурмюс? Будешь ждать, пока он что-нибудь скажет? Нет, шеф. Мы не нуждаемся в их больницах, Туран. Это просто пустая трата денег. Но это не так, это война. Раз все будут прибирать их долю, нам тоже следует что-нибудь прибрать к рукам. Хорошо, но зачем? Где больше ты можешь показать свою силу? Мы будем претендовать на их имущество. Посмотрим, у кого на что хватит сил. Мы выстроим свою стратегию. Извините, но пока я веду дела в медицине, я не дам возможности вести бизнес еще кому-нибудь на этом рынке. К тому же, таким идеалистам и фантазерам бесплатно ухаживать за больными. Ты что, работаешь на государство, чтобы все было бесплатно? Как ты, племянник? Я занимаюсь спортом, дядя. Как ты, невестка? Сынок, знаешь дочь Тароса? Это та девушка, у которой убили отца? Да, она. Нам надо, чтобы ты установил с ней какие-нибудь отношения. Разве бизнес связан с чувствами? Как будто у тебя есть чувства. Ты не права, невестка. Что мне делать, если я еще не нашел себе подходящую девушку? А я ее нашел. Закончи это дело.
Ахуханем, у вас гости. Я не жду гостей. Он хочет увидеться с вами, госпожа. И кто это? Полат Алимдар. Входите, пожалуйста, Ахуханым вас ждет. Спасибо. Проходите. Я Полат Алимдар. Аху, Очень рад. вы хотели встретиться со мной? Во-первых, я хотел выразить вам соболезнования. Спасибо. Я искренне разделяю ваше горе. Могу я узнать причину вашего свидания? Я ищу себе подходящий дом. Вы не задумывались о продаже вашего дома? Начальник простил тебе твои выходки. Ты можешь позвонить. Я не выставляла на продажу свой дом или другое свое имущество. Я не имел в виду продажу. Я спросил, нет ли у вас каких-либо мыслей о продаже. Нет. Извините, но почему вы подумали, что у меня могут возникнуть такие мысли? Я не думал об этом. Я просто хотел спросить. Вы от кого-то слышали об этом? Или кто-нибудь говорил вам об этом? Если у вас нет таких мыслей, кто может мне сказать об этом? Извините меня, я вас не знаю. Извините, я вас не знаю, и к тому же вы пришли ко мне и спрашиваете меня о продаже. Я не спрашивал вас о продаже вашего дома. Я сказал, что мог бы быть одним из претендентов на покупку. Подождите. А если я пришла к вам с таким предложением, что бы вы ответили? Я бы сказал, чем бы вас угостить. Нет, я не буду вас угощать ничем. Я не просил вас об этом. Но то, что вы делаете, это стыдно. Смотрите, Ахуханым. Я начал свой разговор с того, что разделяю ваше горе. Но вы прервали меня и спросили, зачем я пожаловал. Это ваш первый постыдный поступок. Второе, то, что вы сделали неправильно. Вы подумали, будто я чего-то хочу, то есть увидели во мне какого-то предпринимателя или мафиози. В действительности, вы даже не имеете представления о том, кто я на самом деле. Но я ничего такого не говорила. Третье. Вы захотели построить между мной и собой какое-то ограждение и осуждать человека, даже не зная его намерения. Не хочу вам больше причинять боль, но вы вели себя неправильно по отношению к человеку, который пришел к вам только ради того, чтобы быть рядом с вами и с вашей семьей. Вы меня неправильно поняли. Вы меня неправильно поняли. Вот моя визитная карточка. Если решите продать свой дом, можете найти меня по этому телефону. Как вам известно, у таких людей, как я, достаточно денег, и я могу дать больше реальной стоимости имущества.
Кто сделал фотографии? Один из наших корреспондентов. Кто, кроме тебя, знает про это? Наша девушка и начальник разведывательной службы. Пригласи ко мне корреспондента. Она здесь, Адельбей. Проходи. Ты сделала снимки? Да, господин. Кто тебе угрожал? Правая рука Пулат Алимдара, Мимати. Ты кому-нибудь говорила об этом? Нет, господин, никому не говорила. Про это знает только мой шеф, начальник и вы. Пока все не напечатаем в газете, никому не говори. Спасибо. Кого ты будешь прослушивать в тюрьме? Они же не будут звонить с телефона начальника тюрьмы. Нас не касается, откуда они будут звонить. Тогда как? Мы записали голос этого человека из заявлений, переданных по телевизионной программе, перенесли на компьютер и закодировали его. Этот голос будет определяться и записываться, когда он будет выходить на связь в любой точке Турции. Хорошо. Тогда что получается? Если ты сейчас закодируешь мой голос, то ты его прослушаешь с любого телефона? Я не могу прослушать, но могу установить место, откуда ты звонил. Это же противоречит человеческим нормам. Какая тут речь может идти о свободе человека, личной тайне? Это же ничего. Ты говоришь о свободе, независимости, но тебя же проследить... Но не тебя. А кого они пожелают, того они и могут проследить. Все разговоры и действия записываются. Понимаешь? Брат Тамер, ты не говоришь сейчас о какой-то религии и благочестивости, не так ли? Я рассказываю тебе о новых технологиях. Если могут узнать то, что у меня на уме, то я даже не знаю, как я буду смотреть в лицо Невзату. Ясно одно, он всегда спокойный, ни о чем не думает. Господин, разрешите? Проходи, Адель. Господин, мои ребята сняли кое-что интересное. Это мне принес мой подчиненный, и я хотел показать это вам. Что это? По этой фотографии можно понять, что Пулат Алимдар совершил визит убийцы, подозреваемого по делу Чагры Тароса, когда его сопровождали по дороге в тюрьму. Какие у Пулата Алимдара с ним могут быть дела? Не знаю, сказать ребятам, чтобы они издавали это в газете? Сперва узнайте, какие у него были дела с ним. Это же фотография, ничего с ней не случится. Пусть они пока останутся у вас. Разузнай поподробнее об этом. Господин, непонятно, откуда навязали нам это дело. Здравствуй. Извини, что не пришла к тебе. Но ты же нашла меня, Инжи. Как ты сейчас? Все плохо. Как еще может? С каждым днем все становится еще хуже. И в душе стало плохо. Если бы я потеряла отца, я бы сошла с ума. Ты сильная.
Алло. Что это за звук? Ну, наконец-то он позвонил. Ты будь на линии, а я сообщу шефу. Я говорю Полат Алимдар. Да. Я никого не продавал, не продам. Ты что, не знаешь меня? Есть новости от Сильви? Слушайте меня. Или вы меня отсюда вытащите, или... Он звонил на этот адрес. Мимати, теперь ваша работа. Ладно, шеф. Ты установил слежку за этим домом? Мы поставили слежку, господин. Однако он до сих пор разговаривает с человеком из тюрьмы. Эрхан, скажи, чтобы приготовили машину. Вам надо выходить. Хорошо, шеф. Как твои дела? В действительности неплохо, но у нас имеются кое-какие финансовые затруднения. Почему я не знаю об этом? Ты меня знаешь, Энджи. Не люблю с тобой обсуждать работу. Но это две разные вещи. Где твой муж? Не знаю, брат. Где-то я видел эту девушку. Аху. Как ваши дела? Хорошо. Как ты? Хорошо. Ты сейчас в Турции? Да. На этой неделе я устраиваю вечер. Сообщи Инже об этом. Обязательно приходите вдвоем на вечер. Твой брат совсем не изменился. Да, это так. Банк Карададжаглы выдает кредиты. Почему-то на долгий срок. Зачем ты берешь у них кредит? Они свое не упустят. Предоставят тебе невыгодные условия, понимаешь? Сельчук, больше невозможно жить на этой земле. В прошлом Стамбул был одним из самых безопасных городов мира. Но сегодня как можно держать деньги здесь? Что ты скажешь инвесторам? Ну еще можно сказать о безопасности этого города, Джалал-бей. Ведь моего дядю убили в офисе, а не на улице. Так-то оно так, Сельчук. Кто нанял этих убийц? Скоро мы не сможем спать спокойно в своих домах, не сможем нормально работать в своих офисах. Ей-богу, мы даже не можем мечтать об этом. К тому же после того, как я увидел ваш отчет по кредитам, к ним мой дядя не имеет никакого отношения. Сельчук-бей, мы не могли уладить ваши финансовые вопросы, и после этого разговора мы не можем убедить кого-либо. Как будто кто-то предлагает остановиться. Может ли об этом идти речь, Джалаль-бей? Брата убили. Назад дороги нет. Мы здесь для того, чтобы решить этот вопрос. С этого момента твои братья, мы, Сельчук-бей. Джемалю я предоставляю все полномочия. Я подпишу все кредиты. Спасибо. Всего доброго. Сельчук с кем-то сговорился. Его не надо оставлять в покое. С кем он мог сговориться? Как с кем? Он дал возможность сблизиться с сибирским волком.
Я не пойму, что это за адрес. Да брось ты этот адрес. Во что мы влипли? Есть какие-то сомнения, Абдульхей? Брат, ты что, не можешь различить все это? Одно ясно, Абдульхей. С этого момента мы не будем заниматься пустыми делами. Это точно. А ну-ка, сверни направо. Поиск. Он нашел адрес. Подожди, Ирхан. Ладно, сообщите мне. Хорошо, шеф. Он тоже кого-то ищет. За все спасибо, господин доктор. Я в долгу перед вами за мое здоровье и сохраненную жизнь. Ну что вы, если у вас возникнут головные боли, я буду рад вам помочь. Упаси бог, я прошу прощения за то, что отнял у вас много времени. Ну что вы, С вашего разрешения, всего доброго. Хорошо, брат Хюснюбей. Время расставаться. Я был бы рад служить вам. О чем вас попросить? Я видел ваши дружеские и братские отношения, но все это не возмещается. Эти слова заставляют меня надеяться. Тунджай-бей, если вы примете меня к себе, то я бы хотел завершить свою 30-летнюю государственную службу и продолжить свою работу рядом с вами. Правда? Конечно, если вы согласны. Буду очень рад. Видит Бог, уйти отсюда это одно, а расстаться с вами это другое. Вы на самом деле очень обрадуете меня. Я жду вашего выхода на пенсию. С нетерпением. Я уже вышел на пенсию. Отныне медработник Хюснюк Илыч ваш слуга. Я в вашем распоряжении. Он выходил на связь. Вышел на номер. Разве это не тюрьма? Они собираются убрать убийцу. Рен, они за всем следят. Куда ты сказал повернуть, направо или налево? Брат, куда повернуть? Я же сказал, налево. С каких пор Полат работает с этим Тамером?
Почему ты спрашиваешь? Я должен послушать этого Тамера. Если есть основательные работы по прослушиванию, кто знает, что мы могли бы сказать по телефону? Брат, куда мне повернуть? Рен, я же говорю, налево, налево, налево. Поворачивай налево. Нормальный человек выразил бы свою благодарность. Начальник тебе выразит благодарность. Я к тебе по-человечески. Как твои дела, Джан Полад? Дядя, у вас есть кто-нибудь дома? Нет, никого, Джан Полад. Я о другом, дядя. Если я тебе скажу одно имя, ты сможешь спасти его жизнь? Кто этот важный человек, Джан Полад? Дядя, это Махмуд Гюндогду. Это тот, который убил Сельчука Тароса? Он самый. Он должен жить. Сложное дело. Но, думаю, мы справимся. Если надо будет, мы его вывезем из страны. Не надо, дядя. Мы только приехали. Он будет нужен здесь. Как хочешь. Брат, отсюда не надо устанавливать слежку, потому что здесь не за кем следить. Я, с одной стороны, рад, с другой опечален. Я рад тому, что брат Тамер ошибся. Оказывается, даже технология не разбирается в некоторых вещах. Алло, брат, ты нам дал другой адрес. Рен, возьми блокнот и запиши. Здесь новые места. Пиши, этот человек постоянно меняет свое место проживания. Брат, возможно, это улица. Кто сказал, что это маленький район? Целый час не можем найти какой-то адрес. Еще дальше заедем? Заезжай, что стоишь, Абдулькей? Добро пожаловать. Слава богу, все прошло, все осталось позади. Хорошо. Чем обязан? Ну что вы. Хотел вашей помощи. Вовремя подоспели. Чем смогу, тем помогу. В 80-х годах вы были бюрократом. Хотел бы от вас услышать объяснение относительно убийств и нераскрытых преступлений, произошедших в конце 80-х и начале 90-х годов. Есть ли у вас какой-нибудь случай, который вызывает у вас больше интерес? Покушение на Азала. Добро пожаловать, брат. Спасибо всем. Разрешите представиться. Меня зовут Хюсню Яланкалыч. После 30-летней службы на государственном посту я работаю главой канцелярии Тунджая Кантарджи. Очень рад. Войдите. Господин заведующий, санитар Хёсню исчез. Как это исчез? Он даже на улицу не выходит. Пропал господин. Нигде его нет. Придет, куда он уйдет. Он даже одну ночь не может провести на улице.
Запах пороха. Только что убили. Абдуль, что ты делаешь? Что вы здесь делаете? Вы убили его, Ирхан. Нет, брат, мы только подошли. Брат, уходим отсюда. Подожди. В 80-х годах покойный Азал много трудился, чтобы интегрировать Турцию с иностранными государствами. Его беспокоила некоторая часть конвертируемости турецких денег, свободный курс валюты, стимулирование экспорта. Этот проект Азала был основой открытия Турции другим странам в 90-х годах. Кто хотел смерти Азалу? Большой консорциум. Какие новости, Мимати? Быстрее уходите оттуда.